Однажды пророк Муса, алейхиссалям, размышляя о смерти, спросил Всевышнего Творца: «О Господь, для чего Ты создаешь людей, если потом все равно их убиваешь?» В ответ Всевышний Аллах повелел своему посланнику, алейхиссалям, посеять пшеницу. Послушавшись повеления Творца, пророк Муса, алейхиссалям, посеял пшеницу, а затем ухаживал за полем и поливал свой урожай. В свой срок, когда пшеница созрела, пророк Муса, алейхиссалям, скосил пшеницу и начал ее молотить. Тогда Всевышний Аллах обратился к нему: «О Муса, чем ты занят?» «О Господь, я скосил пшеницу и сейчас отделяю зерна от соломы», — ответил Муса, алейхиссалям, Творцу. Это и есть ответ на твой вопрос, Муса. Ибо смерть подобна жатве, так же, как зерно после жатвы отделяется от соломы, смерть отделяет праведных людей от грешников, сказал Всевышний своему пророку, алейхиссалям. Каждый по-своему склонен относиться к смерти, но истина при этом все же одна, и она неизменна. Благословен тот, в чьей руке власть, кто способен на всякую вещь, кто сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать вас и увидеть, чьи деяния окажутся лучше. Он могущественный, прощающий. Сура Аль-Мульк, 1-2 аяты. Этот хадис дороже золота. Однажды к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассаляма, пришел араб и сказал: «О посланник Аллаха, я пришел к тебе, чтобы спросить, что следует делать, чтобы хватило блага в этом мире». И пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Ты спроси, а я отвечу». Араб спросил: «Хочу быть лучше всех из людей знающих». Пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, ответил: «Бойся Аллаха, и будешь лучше всех знающих». «Хочу быть самым богатым из людей». Ты будь доволен тем, что дал тебе Аллах, и будешь самым богатым. «Хочу быть самым справедливым». То, что желаешь себе, пожелай другому, и будешь самым справедливым. «Хочу быть добрее всех». Ты будь дающим пользу людям, и будешь добрее всех. «Хочу быть у Аллаха особенным из людей». Ты больше поминай Аллаха, и будешь особенным у Аллаха. «Хочу, чтобы у меня была совершенная вера». Улучшай свой характер, и будет у тебя совершенная вера. «Хочу быть благочестивым». Ты совершай поклонение так, как будто ты его видишь, хоть ты его и не видишь, в действительности он тебя видит. «Хочу быть у Аллаха подчиненным». Исполняй предписанное, и будешь подчиненным. «Хочу, чтобы в день суда Аллах поднял меня в свете». Не будь жесток никому, и Аллах поднимет тебя в свете. «Хочу, чтобы в день суда Аллах был ко мне милостивым». Будь милостивым к себе и к рабам Аллаха. «Хочу, чтобы у меня меньше стало грехов». Увеличивай покаяние, и меньше будет грехов у тебя. «Хочу быть благородным, в делах не жалуйся людям». «Хочу быть сильнее всех». Уповай на Аллаха, будешь сильнее всех. «Хочу, чтобы Аллах увеличил мне ризк». Будь всегда в омовении. «Хочу быть уверенным, что в день суда Аллах не будет гневаться на меня». Не злись ни на кого из созданных Аллахом. «Хочу, чтобы на мою мольбу ответил Аллах». Будь далек от запретного, и Аллах ответит на твою дуа.
Хочу, чтобы Аллах в день суда спрятал мои недостатки. Прячь недостатки своих братьев. Что спасет от грехов и ошибок? Слезы, повиновение и болезнь. Какое добро выше перед Аллахом? Добрый характер, скромность и терпение в горе. Какое самое плохое дело перед Аллахом? Плохой характер и жадность. Что же успокаивает гнев Аллаха в этом и в том мире? Давать садака скрытно, помирить поссорившихся людей. Что же тушит огонь ада в день суда? Терпение в горе и беде. Хочу быть любимым у Аллаха и Его пророка. Люби то, что любит Аллах, и то, что любит пророк. Хадис передал Халид ибн Валид. Имам Мустахфири сказал: «Я не видел хадиса более всеобъемлющего, более совершенствующего религию и полезней, чем этот». Бисмиллахир рахманир рахим. Куль хуа Аллаху ахад, Аллахус самад, лам ялид ва лам юлад, ва лам якун лаху куфуан ахад.